Работают мастера насечки по дереву, серебром и металлом. Как всякое искусство, и это требует верной руки, терпения, фантазии, вкуса. Аул Цовкра известен своими пехлеванами. Пехлеван значит акробат. Старейший пехлеван 70-летний Алихан Умаев и самый молодой Магомед Рамазанов. Но разница в годах стирается, когда на площади аула происходит состязание в гибкости и ловкости. Все пехлеваны – колхозники-животноводы. Их самодеятельные выступления, их состязания стали народным обычаем. В горах, где тропа бежит по краю обрыва, где часто ходишь по скале, как по канату, рождается ловкость, гибкость, точность движений. Сегодняшний праздник посвящен проводам чабанов на зимние пастбища. Чабаны, перегоняя отары с гор в низовья, проходят через аул. Надолго прощаются с ними односельчане. Все ниже спускаются стада. На пути, как вехи, стоят мачты высоковольтных передач. Преобразился облик гор. Гергебельская гидроэлектростанция. В ущелье Каракойсу плотина, преградив бег горной реки, создала новое озеро. Режимом воды управляет Гасан Хадуров. Он прошел путь от рабочего строителя этой станции до начальника гидроцеха. Электричество пришло в неприступные горы. После войны широко развернуло строительство электростанций. Станция в Каджал-Махи, в ауле Тинти. Более 100 электростанций имеет колхозы республики. Линии передач пересекают горы, как и шоссейные дороги, проложенные там, где велись только конные тропы. Автомобильные пути проходят из аула в аул. Дагестан превратился в страну отличных дорог, и автотранспорт стал главным средством сообщения. Широкие ленты гудрона ведут к городам, центрам промышленности и культуры. Дербент
старейший город Дагестана. Старинная крепость видала у своих стен римские легионы и арабскую конницу, персидских и турецких завоевателей. Новая жизнь течет под древними сводами. Дербенту 1500 лет, а город Каспийск только в 1940 году нанесен на карту. 10 лет назад здесь была бесплодная солончаковая степь. В Дагестане выросли новые города, рабочие поселки, крупные промышленные центры. Завод «Дагестанские огни» построен в первые годы революции. Это был первый механизированный стеклозавод в Советском Союзе. Он работает на естественных горючих газах. В республике созданы новые отрасли промышленности, и среди них гордость Дагестана – нефтяная промышленность. Это Изберг, город нефтяников. Буровые вышки тянутся вдоль берега Каспия и уходят далеко в море. К ним ведут длинные эстакады. Нефть добывают здесь из недр морского дна. Бригада мастера Ивана Пугачева показывает образцы скоростного бурения. Один из лучших скоростников — Абдурагим Раджабов. На другой вышке применяется новейший метод — наклонное двухствольное бурение. Бригада мастера Алексея Косикова проходит одновременно две скважины. С самого зарождения дагестанских промыслов работает на добыче нефти старший оператор Бактимир Умаров, славный представитель выросшего в республике рабочего класса. С лучшей бригадой турбинного бурения Асрета Давлетханова встретился председатель Совета министров Дагестана Салам Айдинбеков. Работники промысла все более увеличивают добычу нефти для страны. Вышки строят непрерывно. Готовые фермы подвозятся на эстакады. Наращиваются пути к будущим скважинам. Водолазы укрепляют металлические сваи. Стальной каркас ляжет на свайное основание, новый пролет эстакады продвинется в море. Все дальше уходят нефтяные вышки в просторы Каспийского моря.
Морскими путями приходят в Дагестан грузы. Столица республики Махачкала стоит на морском берегу. К самому морю подходит город Сад. Это политический и культурный центр Дагестана. Здесь работают лучшие представители науки и искусства. Заслуженный деятель искусств художник Муэддин Араби Джемал заканчивает картину «Чебаны». Создан дагестанский филиал Академии наук СССР. Его возглавляет доктор физико-математических наук Хайбулла Амирханов. В медицинском институте читает лекции старый русский врач профессор Доброходов. Абдул-Латиф Селимханов, заслуженный учитель РСФСР, передает свой опыт будущим педагогам. Институтов. Вот женский учительский институт. Здесь учатся представители всего многонационального Дагестана. Едиными интересами живут подруги Даргинка Патимат Сулейманова, Лачка Юлия Валиева, азербайджанка Шахназ Гасанбекова, аварка Каримат Гаджиева и табасаранка Касият Манатилова, лезгинка Шахназ Рагимханова, кумычка Пайрус Алиева. Неразрывную дружбу единой семьи народности Дагестана воспели прославленный народный поэт Аварец Гамзат Цедаса, народный поэт Лезгин Тагир Хрюкской, народный поэт Лакец Абуталиб Гафуров. Каждый на своем языке они говорят о жизни преображенного Дагестана. Сотни книг и газет издаются на языках народности, населяющей Дагестан. На 5 языков переведен. Гордостью за родину проникнуты слова Машидат Гаирбековой, молодой горянки-поэтессы. Пред миром всем стою без страха, я девушка, горянка из Ахваха. Я та, что к солнцу поднялась, я та, кому открыты институты в двери, а заслужу и зал в самом Кремле. Я та, кто твердо, нерушимо верит, что только так должно быть на земле. Да, только так должно быть на земле.
Thank you.